Это история о трагедии, о гениальной артистке и о голосе, который не смогли заглушить. Каждую пятницу мать приходит на могилу дочери Малики. Но кем она была при жизни? Талант Малики проявился очень рано. Все началось еще в детстве. Представьте, в 8 лет она сочинила такую загадку, что ее напечатали в газете. Эта загадка ставила в тупик даже взрослых. Вот это ум! А в 10 лет она пошла сдавать сложный экзамен для взрослых. И какой результат? 98 баллов. Она обошла всех взрослых соперников. К 13 годам она уже блистала на сцене. Ее голос и грация завораживали всех. Зал взрывался аплодисментами, стоило ей только появиться. Просто невероятно. Такая смелость была у нее в крови, ведь она внучка знаменитого уйгурского командира. Но главное ее наследие — это стихи. По ним потом писали знаменитые песни. Самое известное «Я помню тебя» родилось из глубокой личной трагедии. Эти строки о ее первой и единственной любви. Он уехал, а песня стала гимном верности. Талантливая поэтесса, звезда, патриотка. Что же могло пойти не так? А потом грянула культурная революция, и Малика оказалась одной из первых ее жертв. Все, чем раньше восхищались, вдруг превратилось в государственное преступление. Нападки были безжалостны. Ее имя порочили на плакатах и листовках публично. Ее прекрасные длинные волосы, их просто обрезали. Грубо, как символ пережитков прошлого. На шею на проволоке повесили тяжелую доску с унизительной надписью. Ежедневные допросы, пытки, избиения. Чтобы заставить ее замолчать, в рот вставляли проволоку. 4 года мучений в тюрьме. В 32 ее жизнь жестоко оборвали. Ее жизнь оборвалась. Но ее творчество, ее дух, они продолжали жить. Ее песня о Тариме стала гимном надежды для сосланной молодежи, символом стойкости. Ее личная трагедия стала отражением боли целого поколения, той же, что и в древних надписях. История Малики. Доказательство. Жизнь можно отнять, но наследие художника бессмертно.